Ночные клубы мигрантов в Москве, как правило, расположены недалеко от метро. Это главный залог успеха. Клиенты даже в самый поздний час должны иметь возможность уехать на метро. Такси для тех, кто приходит в такие развлекательные заведения, чаще всего не по карману, поэтому и цены в меню минимальные, а уж по московским меркам совсем смешные. Обслуживают гостей тоже кыргызстанцы. Случайных людей здесь практически не бывает. Самое главное отличие московской дискотеки от бишкекской – количество мужчин. Их здесь в разы больше девушек. После тяжелого трудового дня сюда на отдых приходят строители, чернорабочие с рынка и таксисты. Давать интервью в открытую почему-то никто не хочет. Че, отдыхать пришел? Работа тяжелая, устаем. Иногда приедем сюда, отдыхаем по-человечески. Иногда чуть-чуть пива пьем, потанцуем. Всего в Москве есть как минимум 3 десятка кыргызских кафе и ночных клубов. Место разврата и блуда, считают некоторые члены диаспоры. После 12 часов там ходят молодые девушки и парни. Девушки остаются на улице, случаются изнасилования и многое другое. Растет количество детей, которые рождаются без отцов. Сегодня вместе с теми, кто думает так же, как он, Карим пришел в посольство Кыргызстана в Москве. С помощью местных дипломатов мужчины хотят попытаться закрыть или хотя бы ограничить время работы развлекательных заведений. Однако встреча в дипкорпусе не оправдала надежд активистов. Опять те же старые слова. Говорят, мы поднимаем эту проблему, работаем над ней. Надеюсь, новый посол будет работать. У нас на него большие надежды. Себя и своих друзей Илим считает настоящими патриотами. За много лет в Москве город он объездил вдоль и поперек. По его собственным подсчетам, в российской столице работает около 80 кыргызских кафе и клубов. Для девушек и парней из деревень, говорит Илим, в большом мегаполисе слишком много соблазнов. Наши кыргызы, когда раньше уезжали в Москву или в Бишкек, мы просто по-настоящему прощались. А сейчас, когда кто-то говорит, что уезжает в Москву или в Бишкек, мы просто говорим «пока». Среди них очень много девушек. Если никто из властей не поможет решить этот вопрос, активисты намерены сделать это сами. В ближайшее время, собрав единомышленников, они готовы устроить рейды кыргызских ночных клубов. Как их встретит местная охрана, состоящая также из кыргызских парней, активисты еще не знают. Владельцы бизнеса участников рейда тоже пока еще не ждут. Джибек Бегалиева, Азат Антымаков. В настоящее время. Москва.